Здравствуйте! В эфире новости телеканала ТУВА-24. В студии Айдана Хувалы. Сегодня в нашем выпуске. Владимир Путин поручил повысить зарплаты бюджетников, пенсии и пособия. Студенты Тувы поддержали военных в Украине. Тувинская горнорудная компания подарила 5 тонн угля. Участники социального контракта в Пихемском Кажуне открыли свое дело. В Сукпаке дети-сироты получили свое жилье. Меры поддержки беспрецедентные. Так сегодня прокомментировал выступление президента Путина глава Тувы. 16 марта на селекторе президент рассказал о мерах поддержки регионов. Поддержку получат и граждане, и региональные бюджеты, и предприятия. У предпринимателей Тувы сегодня открывается масса новых возможностей. Дело за нами, земляки. Мы должны быть готовы воспользоваться ими оперативно, без раскачки и в полном объеме, с максимальной выгодой для себя, для республики, для всей экономики. Добавим, что в числе новых мер увеличение социальных выплат, пенсий, зарплат в бюджетной сфере, поддержка региональных финансов, в том числе за счет кредитов. Об этом заявил президент Владимир Путин, открывая совещание по социально-экономической поддержке субъектов Российской Федерации. Понимаю, что серьезно бьет по доходам людей рост цен. Поэтому в ближайшее время примем решение по увеличению всех социальных выплат, включая пособия и пенсии. Повысим минимальный размер оплаты труда и величину прожиточного минимума, а также увеличим зарплаты в бюджетной сфере. Прошу правительства рассчитать точные параметры такого повышения. В Туве продолжается всероссийская акция «Мы вместе». Сегодня из пункта Красного Креста для эвакуированных жителей из ЛНР и ДНР отправили очередную партию гуманитарной помощи. На этот раз поддержку оказали представители Управления Федеральной налоговой службы по республике. В коробках все самое нужное – средства личной гигиены, товары первой необходимости и продукты питания. В этот раз на призыв акции «Мы вместе» откликнулся коллектив Управления Федеральной налоговой службы по республике. Весь коллектив откликнулся сбором средств на закупку необходимого товара первой необходимости, продуктов питания, начиная туалетной бумагой и заканчивая зубной пастой, шампуни. Для лежачих больных у нас тоже есть закуплена продукция. Налоговики Тувы не только протянули руку помощи жителям Донецкой и Луганской народных республик, но и поддержали местных товаропроизводителей. Так они закупились мегутагинской тушенкой из мяса яка и баранин от кооператива «Арзайты». В отправке груза и складировании гуманитарной помощи помогли члены регионального штаба Народного фронта. Я не думаю, что эта акция единовременная. Народ республики откликнулся от далекой Мангун-тайги и до самого Кызыла. Организованы пункты сбора гуманитарной помощи. В гуманитарную помощь входят и продукты питания, и предметы первой необходимости. Все это будет отправлено туда с информацией о том, что это все от Республики Тыва. Мы закупили продукцию местного производителя, кооператив «Арзайты» Мангун-тайгинского Кажуна на сумму более 78 тысяч рублей. Это консервы из мяса яка, консервы из мяса баранины, а также каша перловая из мяса яка. И в дальнейшем, если будет подобная акция, мы будем участвовать, мы, конечно, на приоритете у нас будет местный производитель. 25 комплектов постельного белья, такое же количество ватных одеял и 100 вафельных полотенец. Для гуманитарной помощи закупленная продукция местного отделения Всероссийского общества слепых. Все это было сшито всего за 2 дня. Как сообщают организаторы, подобные акции будут продолжены. Айраса, Владимир Суртюк, Азамат Точур, ТУВА-24. За мир и за наших. В центре Азии Крымская весна в Туве стартовала с флешмоба в поддержку солдат в зоне военной спецоперации в Украине. Молодежь Кызыла выстроилась в форму буквы «З» на территории центра Азии. Студенты кызыльских колледжей и Тувинского государственного университета выстраиваются в букву «З» на весь амфитеатр парка «Центр Азии». Более 300 молодых людей машут воздушными шарами в поддержку военных, участвующих в спецоперации в Украине. Мы здесь сегодня собрались для того, чтобы поддержать нашу страну и наших солдат. Прибывающим на акцию студентам раздают шары и флажки. Координируют происходящее Агентство по делам молодежи, Агентство по делам национальности и мэрия Кызыла. В флешмобе приняли участие студенты средних образовательных учреждений и Тувинского государственного университета. С каждого учебного заведения приняли участие по 30 студентов. Акции в поддержку военной спецоперации проходят в Туве не первый раз. Это проходит в преддверии всероссийского праздника «Крымская весна». Основные мероприятия в честь исторического события
пройдут 18 марта на площади Арата. Даян Дансырюн, Шолбан Монгуш, Азамат Очур, Тува-24. Тувинская горнорудная компания поддержала благотворительную акцию «Тепло в дом», которую проводит администрация Кызылского района. Семья Чульдум из села Целинное в конце 2021 года стала одной из 4 победителей, получивших по 5 тонн угля. Подробнее в сюжете далее. Администрация Кызылского Кажуна этой зимой запустила акцию «Тепло в дом» и совместно с партнерами в текущем году передала 4 семьям по 5 тонн угля. Айрузана Чульдум узнала об акции в социальных сетях Кызылского района. Сама она работает соцпедагогом в школе села Целинное. Воспитывает малолетнего сына. Вернулась из Кызыла в родное село, чтобы помогать родителям нянчить племянников. Уголь доставили, чему рады всей семьей. Мы стали участниками розыгрыша в «Тепло в Кызылском», победителями и выиграли 5 тонн угля. Благодарим администрацию Кызылского Кажуна в лице Айхана Владимировича и Тувинскую горнорудную компанию. Для участия необходимо было выложить в Инстаграме короткое видео или фото на новогоднюю тематику. 30 декабря в прямом эфире руководство района подвело итоги розыгрыша и определило победителей методом случайной выборки. Данная акция «Тепло в каждый дом» проводится у нас впервые в нашем Кажуне. Одним из спонсоров выступила компания «Тувинская горнорудная компания». Конечно, мы благодарим их за данное участие. И помимо данной семьи участвовали в этой акции еще 3 семьи. Сумона Черби и 2 семьи с ПГТ Кахем. В декабре 2021 года Тувинская горнорудная компания подписала соглашение с правительством республики о выделении социального угля для населения на сумму 21 миллион рублей. Для ТГРК, как и других предприятий Йен Плюс Групп, такое внимание к жителям региона – часть социальной политики компании, основные принципы которой обозначил ее основатель Олег Дерипаска. Тувинская горнорудная компания с радостью присоединилась к акции «Теплый дом», которую организовала администрация Кызылского Кажуна. Мы на протяжении уже многих лет оказываем социальную поддержку многодетным семьям, малоимущим. И раньше такая поддержка составляла буквально 1000 тонн угля. То с этого года мы увеличиваемся до 10 раз. 10 тысяч тонн угля в этом году получат жители республики от Тувинской горнорудной компании. Это больше 1500 семей. Айдана Ховалых, Буян Мангуш, Азамат Очур, Тува-24. В Туве социальный контракт для малоимущих начал действовать еще в 2020 году. Жизнь показала, что это реальная поддержка, которая поможет семьям, оказавшимся в трудной ситуации. Наша съемочная группа побывала в гостях у нескольких участников этого проекта в Пихемском районе. В социальном контракте есть 4 направления, и по 3-му поддержка предпринимательских инициатив год назад начал участвовать Айхан Чамзырын. Раньше он занимался ремонтом телефонов в Кызыле. Потом, как сирота, получил дом и переехал в Туран. Получив поддержку в размере 250 тысяч рублей, приобрел необходимую технику и открыл свое дело. В первую очередь на технику, только на технику. Все комплектуют, все, что вы здесь видите, это все куплено на это деньги. Помещение уже на свои деньги в аренду, рекламу на свои деньги в аренду. Ну, это очень выгодный, хороший проект. Тут каждый может заняться своим делом, лишь бы правильно все это доказать, показать, что он может, что он сделает. Все по соцконтракту. Вот. Не знаю, люди там хорошая работа, они помогают, тем более получить соцконтракт. Еще один участник проекта 2020 года, Алексей Дазубай, поделился, что с детства любил фотографировать людей, природу. С этим он и обратился за помощью в Центр занятости населения. Получил стартовый капитал и купил фотоаппаратуру. Купил ноутбуки, принтеры, цветной, черно-белый, видеокамеру, квадрокоптер. Начал работать 2020 года. Проект помогает для молодых, для начинающих. В райцентре Пихема не было детского центра, где ребятишкам можно провести время, а родителям немного отдохнуть. Но наша съемочная группа застала первый рабочий день первого центра, который открыла еще одна участница проекта. Развлекательный центр открыли за месяц, но из антиковидных ограничений пришлось закрыться на неопределенное время. Соцконтракт – это вообще хороший проект, чтобы реализовать свою мечту. Многие конкурсы проходят. Конечно же, благодарю председателя администрации, директора Центра занятости, зампредседателя по экономике, что мне помогали, содействие.
благодарна. Следующий участник проекта раскрыл в себе талант, можно сказать, по счастливой случайности. Началась история жены, которая попросила соорудить забор. Демьян Петеримов проявил творческий подход, фантазию и стал мастером кузнечных дел. Приобрел станок, сварку. И дело пошло помаленьку. Сейчас в конце доделываю уже оградку. В конце марта заберут и начнем с апреля месяца работать в полную силу. Спасибо большое правительству, что вот такой проект сделали, создали, что людям можно как-то самоутвердиться. Всего в Пихемском районе в 2021 году в проекте «Социальный контракт» приняли участие 15 человек. В этом году уже у нас идет увеличение квоты на 35. На сегодняшний день у нас уже прошли республиканский отбор 3 участников и муниципальный отбор 3 участников. И всего у нас входит 6 граждан. Все у нас участники в данном проекте участвуют малоимущие семьи, малоимущие, одиноко проживающие. Все жизненной активной позиции, трудолюбивые, активной жизненной позиции, я могу так сказать. В Центре занятости отметили, что все участники проекта трудолюбивые и ответственные, поэтому результат от вложения государственных средств почти 100%, как материальный, так и моральный. Инна Клоян, Владимир Сюртук, Буян Салчак, Тува-24, Пихемский район. На новой улице Брюханова в Сукпаке сразу в 12 домов заезжают жители. Ключи от недвижимости получили дети-сироты и те, кто остался без попечения родителей. Айгерине Карасал 23 года. В этом году она станет квалифицированным ветеринаром, учится в городе Улан-Удэ. Собирается закупать мебель, планирует на небольшом участке двора сажать овощи. В 2014 году встала в очередь и в этот день получила квартиру. В прошлом году получила квартиру моя родная сестра. Само заселение по программе «Доступное комфортное жилье» продвигается под темпом строительства, говорит ответственная по вопросам социального блока Кызылской районной администрации, куда также входит информационное и юридическое сопровождение и различные мастер-классы. Эмоции, конечно, радости, счастья. Вот сейчас вы будете снимать, увидите лучезарные лица самих получателей, потому что не так много программ, по которым государство предоставляет жилье. Другая ответственная структура – Минтруд Тувы собирает данные и распределяет граждан детей-сирот в новые дома. По программе 2021 года по республике Тыва всего велось строительство 352 жилых помещений. На сегодняшний день эти дома все построены Министерством строительства Республики Тыва. В новом микрорайоне уже построено 36 домов. Планируется построить в этом году дополнительно еще 8. Фундаменты будущего жилья уже залиты. Арас Мангуш, Шолбан Мангуш, Азмат Ачур, телеканал Тува-24. Министр внутренних дел по республике Тыва Юрий Поляков выступил перед тувинскими парламентариями с отчетом о деятельности органов внутренних дел региона за прошедший год, рассказывает Сайгын Бирбюм. Глава МВД Юрий Поляков в своем отчете сделал акцент на том, что в республике наблюдается динамика снижения преступлений. С 2017 года в течение 5 лет уровень преступности в регионе снизился на 28%. Уровень преступности на 100 тысяч населения составил 2567. Прошлый год 2634. Это самый низкий показатель за 5 лет. В прошлом году сотрудниками полиции раскрыто более 1000 преступлений, каждое 4-е из которых тяжкое и особо тяжкое. Возросло количество установленных лиц, совершивших злодеяния. Общий процент раскрываемости преступлений составил 48%. И если вы внимание обратите на раскрываемость по основным направлениям, увидите, что раскрываемость по основным направлениям повышена. Увеличилось количество раскрытых преступлений, совершенных в прошлые года. Сотрудники полиции в результате комплекса оперативно-розыскных мероприятий выявлена организованная преступная группа в составе 5 участников жителей республики, совершивших серию краж скота в 2020 году на территории Тандинского и Чедыхольского районов, похитивших в общей сложности более 30 голов КРС. Раскрыто неочевидное убийство гражданина, труп которого обнаружен по месту жительства в селе Кызыл-Мажилы, совершенное в августе 2020 года. Установлены двое несовершеннолетних, дело направлено в суд.
Снизилось количество грабежей и разбоев. Министр внутренних дел отметил, что общее количество хищений сократилось на 50%. В то же время остается актуальной проблема с кибермошенничеством. В выступлении главного полицейского региона были затронуты проблемы скотокрадства, защиты детей, борьбы с бутлегерством, наркотрафиком. В заключение Юрий Поляков пожелал активизации межведомственного взаимодействия со всеми субъектами профилактики и заверил, что тувинские полицейские впредь будут выполнять поставленные на них задачи в полном объеме. Сайгын Бирбю, Буян Монгуш, Азамат Отчур, Тува-24. В Кызылском Кажуне 17 молодым семьям выдали свидетельство о праве на получение субсидий на приобретение или строительство жилого помещения. Обладателями сертификатов стали семьи, подавшие заявление в 2016, 2017 и 2018 годах об участии в подпрограмме обеспечения жильем молодых семей. На площади Аллеи Славы села Сарыксеп Кахемского района коллективы централизованной библиотечной системы и Центра культурного развития приняли участие во всероссийской акции в поддержку специальной военной операции в защиту жителей ДНР и ЛНР. Это были новости на Тува-24. Я с вами прощаюсь. Берегите себя. 18 марта по республике переменная облачность, местами небольшой снег. Температура воздуха ночью минус 17-22, местами минус 25-30. Днем минус 4-9, местами минус 2 плюс 3. В Кызыле переменная облачность без существенных осадков. Температура воздуха ночью минус 20-22, днем минус 4-6.